Громче, друзья! Поприветствуем наших гостей! Обычно дорогих гостей принято встречать горячо и с душой нараспашку. Но сегодня на этой сцене, бабушки, вы сами хозяйки. И я с огромным удовольствием уступаю вам этот микрофон. Поприветствуем, друзья, бурановские бабушки! По удмуртской народной традиции гостевая величальная. Джечи вормок илишки зно милых тонокаришки. Джечи вормок илишки зно милых тонокаришки. Замечательные, красивые слова. Это была старинная удмуртская величальная песня. Правильно, Ольга? Да. Ольга, художественный руководитель коллектива. Давайте поприветствуем. Знаменитыми на весь мир этот коллектив сделала одна песня и участие в Евровидении. Но мне кажется, что до этого времени коллективов подобному этому, по-моему, не было. И более того, большинство исполнителей последние годы исполнили свои песни не на родном языке, а на английском. И именно бурановские бабушки стали победителями. Может быть, одной из причин стало именно то, что они пели именно на удмуртском языке и покорили Европу. Ну, а расскажите нам, пожалуйста, как это произошло, как это выглядело с вашей стороны, потому что всем интересно знать, а что же делалось вот с этой стороны сцены? Мы очень боялись поджилки, тряслись, честно скажу. А теперь давайте party for everybody dance, подпевайте. Поприветствуем, друзья, еще раз.
for everybody dance! Друзья, еще раз поприветствуем. Я считаю, что второе место – это победа нашей России на Евровидении 2012-2013. Друзья мои, финно-угорские языки, коми-удмуртский, они настолько благозвучны, так приятно звучат и в то же время такие разные, что порой неузнаваемы. И вы знаете, мы сегодня приготовили для вас песню, которая звучит на удмуртском языке, но которую вы все прекрасно знаете. Я позволю себе спеть ее куплетик маленький на коми-языке. Зевмичаешь тулесен джоридиас, но мичаджик в кален чужем, сотай кыджары тынцулалыш там микыкен, гажоланы бырыштыш вылыш. Вы все прекрасно знаете эту песню. Хороши весной в саду цветочки, а сейчас они исполнят эту популярную песню на удмуртском языке. Давайте послушаем. Бурановские бабушки, о которых знает сегодня не только Россия, но и весь мир, вся Европа. Впервые заговорили, когда в интернете, если кто знает, первый раз прозвучали песни рок-исполнителей на удмуртском языке. Это было для многих очень большой неожиданностью. Цой, Гребенщиков, The Beatles. Ну, а давайте все-таки выясним, если у нас сегодня творческая встреча, кому пришла в голову эта идея, такая необычная, интересная. У меня немножко к организаторам обращений нет. Могли ли как-нибудь подсветить людей, мы не видим ваших глаз? Спасибо. Давно бы. Теперь разговор получается. Да, теперь я вижу людей, теперь я вижу лица, и я могу с ними говорить. Спасибо, мы вас любим. А идея с рок-песнями пришла молодому парню, зовут его Паша Поздеев, это настоящий удмурт. Да. И мы с вами сейчас поиграем. Согласны? Мы будем петь на удмуртском языке какую-нибудь популярную песню. Вы угадываете и поднимаете высоко руку. И от бабушек получите сувенир. Они делают в дороге куклы. Они приносят удачу. Договорились? Начинаем. Итак, первая музыкальная загадка. Путер-путер. Путер-путер, пилишке музеем вылым. Лимитетень на пурища. Лякиле тошань ред вилим. Горшо быстям щурескичем. Но швеца зуяло пилем йос. Высосаю гыду не есть,
Швеца згорночущин йос, городли щур зараз, шунтемын кижилиен, нивыску излен шунли. Я видела девушку вот тут. А там мальчиков. Алевтина Геннадьевна, наша самая молодая бабушка, она только-только стала бабушкой, поздравим ее, она будет вручать вам сувениры от бабушек. Лови! Ловите куклу удачи! Лови. Какой лови? Камень не надо. Это не камень. Вот так. Когда я перевела вторую песню, баба Катя, которая стоит со мной рядом, сказала: надо же, звучит как молитва. Итак, вторая музыкальная загадка. Лыз-лызин бамулы, Вань-вай вы мондунен, Высташиштем тавкаосыз, Ярких кижириес, Выемын содунен, Турым шашкапалын, Ажилым тепой шурьосыз, угадали? Как называется песня? Было бы столько кукол, мы бы всем вам подарили. Галина Николаевна ко мне, к ноге, как говорится. Наша самая строгая бабушка 40 лет проработала в садике, она за нами следит, кто как одет. Зовут ее Галина Николаевна Конева. Между собой мы ее называем маршал Конева. Сейчас мы с ней похулиганим, потому что было одно предложение. Нам песня не очень нравилась. И мы над ней решили подшутить, потому что за нее нам хорошо заплатили. А эти деньги ушли для храма. Для храма. Поэтому угадайте эту песню. Укими кураджиса, вину дышетыса. Одик час, кык час, пинчас, удесну нал шокотса. Шулемно эгрджизно, шиданке малаш гырис. Вожно туш потизно, юрно туш курини. Чин вуацino, ванин вам тужуин. Чин вуацino, ванин вам тужуин. Да, это Deep Purple, «Дым над водой». Еще одна замечательная песня, известная рок-группа, она и сейчас у нас действует. И эта песня не случайно в нашем репертуаре, и вы поймете почему. Ебыет сашке, дуринчино кудырле кашке, бушапыт музьемеке пыча. Ошнесет кваш-кваш бездыр шока, шурдурын медлу скоркает, коркатыр медлу спиналы, чечнимыр медлу скалыкын, маркулен атынын номынын. Пойте с нами. Это все, что останется после меня. Ой, поем. Это все, что возьму я с собой. Спасибо за помощь. Пушкни. Давай. И еще последняя загадка музыкальная, тоже не случайно, эта песня в нашем репертуаре.
Я надеюсь, угадаете, а мы поем в этой песне, это важно, о чем мы поем, потому что не все вы понимаете удмуртский язык. Мы поем в этой песне о том, что было бы замечательно, если бы все, что есть на земле, принадлежало всем одинаково, поровну. Чтобы была чистота в отношениях, чтобы мы друг друга не обижали. Это мечта о рае, об этой песне. Но вы должны угадать, чья это песня. Шумыч потем алпан йосын, вайдеше злый чурес уштом, медвунозы гаджош ясмы, эн пальмы том эшемынам, ин бамет и лобамелы, моне белог нам сыче, лёль малпан вань корткинлен, вай чошен лобаломы, ордишком мыли земен, эн паймы том эшемынам, уштишко зыбыля слёз, валан темной висёз, земало зымалпан ёз, буйгало зымылкы ёз, пальпото зынылкы ёз. Вот молодой человек. Битлз, Джон Леннон и Манжи. Правильно, правильно. Тут надо адресно. Передайте молодому человеку, я не успокоюсь, пока ему не передадут. Галина Николаевна, Алевтина Геннадьевна, стоит почти дедушка, ни разу не улыбнулся. Ну нельзя так уезжать с Сыктывкара, чтобы хоть один, ну, чтобы он улыбался. Очень хмурный такой. Вот начал улыбаться уже. Да, слава богу. О, Давайте поаплодируем. Бабушки, а можно я тоже такую небольшую своеобразную игру сыграю с нашими зрителями? Друзья мои. Слышно? А у кого на телефоне в качестве рингтона есть мелодии бурановских бабушек? Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вы видите, какая популярность сегодня ваша в нашей республике в том числе. И я знаю, что эта песня, которая звучит здесь, это старый вариант. А они сегодня для нас привезли новый вариант этой песни. Называется она «Я красивая». она не случайно.
Я очень обижена на вас, потому что вы не повторяли за нами инна нюк-нюк, инна гоп-гоп. А давайте попробуем все вместе. А знаете почему? Потому что это очень важные слова. Это кажется, ну что тут там несерьезно, инна нюк-нюк, инна гоп-гоп. Но не тут-то было. В народной поэзии все важно. По-удмуртски то в горку, то под горку. Мы с вами как живем? То на ып, то куда? По коме как вниз. Да. Наша жизнь с вами как идет? То в горку, то под горку. Поэтому надо было за нами повторять. Ну, давайте повторим. Володя, поддержите. 3, 4. Инна, нюк-нюк, инна, гоп-гоп. Инна, нюк-нюк, инна, хоп-хоп. Молодцы! Вы знаете, а сейчас маленькое вкрапление, о котором не знают даже наши гости. Сегодня на фестивале здесь, в Ибице, проходил фестиваль национальной кухни. И мы хотели бы вручить с этой сцены и попросить наших бабушек, чтобы они вручили призы победителям и зачитали фамилии. Тем более, что это одна из призеров, их землячка. Ольга, я вас попрошу. Итак, победители. Чупрова Надежда Ивановна, город Мурманск. Поприветствуем! Надежда Ивановна, поднимайтесь к нам на сцену. И еще одна победительница. Касаткина Алевтина Андреевна, Удмуртия. Удмуртия! Где наши победительницы? Потому что их ждут денежные призы. И вот здесь, в этих двух конвертах, именно то, что заставит их подтянуться и к следующему фестивалю подготовиться вдвойне. Вручайте им конверты, пожалуйста. Давайте поприветствуем, поздравим победителей. Национальная кухня всегда очень вкусна, интересна, трогательна. Этот конверт я заберу себе. И если победительница не предъявится... А вот она! Вот она, победительница из Удмуртии. Касаткина Алевтина Андреевна, Удмуртия, здорово. Поздравим еще раз. Вы знаете, друзья, каждый выход на сцену любого артиста, будь это профессионал или не профессионал, он очень ответственен и всегда волнителен. И даже бабушки тоже очень волнуются, когда выходят на сцену, хотя они уже покоряли вершины и достаточно высокие помосты. Но сегодня эта встреча с вами, она тоже для них очень трепетна и волнительна. Поэтому я так много говорю, а они волнительно молчат и слушают. Когда же я прекращу? Но эта песня, которая сейчас прозвучит на удмуртском языке, я уверен, вы ее все прекрасно знаете. И будете ее подпевать на английском, на удмуртском, на коми. The Beatles. Let it be. When I find myself in times of troubles, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Let it be на удмуртском языке, это здорово. Дорогие, а мы знаем, что в вашем составе есть очень пожилая, очень взрослая участница Елизавета Филипповна Зурбатова, или просто Баба Лиза. Ей сегодня уже 85 лет. И мы знаем, давайте ей передадим привет, она, может быть, сейчас смотрит нас в эфире. Мы знаем, что она никогда с вами не ездит на гастроли, не была на Евровидении, но, тем не менее, вот расскажите о ней что-нибудь. Я хочу сказать, что она немножко вы привирает этот Володя насчет того, что не ездит. Может, я чего-то не знаю? Да, не знаете. По Удмуртии она с нами ездит. У нее очень высокий голос. И когда она вместе с нами поет, мы не можем ее прикрыть. То есть вы просто ее не берете, потому что она вас Она такая перепевает? солистка мощная, да. Ну вот я хочу рассказать немножко о ней, занять время, потому что благодаря ей появилась в нашем репертуаре песня «Пучоко». Мы ее сегодня исполним вот скоро. Но я хочу еще сказать, что вот она потеряла свое здоровье, когда строила Болезинскую железную дорогу. Ей было 17 лет. И она после этого ни разу не садилась на поезд и не знала, что это такое. И мы ее повезли, когда ей было 82, первый раз в Москву на поезде. Она ехала в поезде и говорила: «Ой, прямо ведь как дома, и лежать можно, и поесть можно». Да, вот вам смешно, а мне было до слез обидно и жалко, потому что вся жизнь прожита, и она первый раз села, когда ей было 82. Вот такая замечательная бабушка, и нам, конечно, написала замечательную песню. Главный вопрос: как жить? Как жить так, чтобы не было стыдно за своих детей? Как посадить в землю зерно, чтобы уродилось? Вот об этом песня «Пучоко». Поддержим, поддержим!
Пучеко. Почему же ты, Володя, не спрашиваешь, как переводится слово «пучоко»? А вот я сейчас и хотел спросить, а как переводится слово «пучеко»? Это очень простое слово «катышек». Песня поется о том, как сплести нить, чтобы оно было без катышков. Песня об этом. Как прожить так, чтобы не было в нашей жизни этих катышков, чтобы мы поменьше друг друга с вами обижали, чтобы мы жили дружно. Вот об этом песня. Здорово? Да, это действительно. Друзья, ну а тот, кто следит за творчеством этого замечательного коллектива, наверняка знает, а кто не знает, вот ответьте на вопрос, подумайте, а ради чего вот эти замечательные бабушки, которые давно уже не молодые, у которых есть внуки, ездят по России, за рубежом, ездят по своему району, по другим регионам с гастролями. Неужели ради славы? Это правда. Главная цель гастрольных поездок, этих добрых, замечательных и любимых, может быть, многими, является строительство храма в своем родном селе. У нас в Республике Коми строится очень много храмов, но в своем селе, родном Бураново, они самостоятельно решили взяться за эту тяжелую, я считаю, ответственную ношу. И я бы хотел спросить у вас, ну а в какой стадии сегодня строительство вашего храма? Я думаю, вот сегодняшняя наша встреча, я должна вас поблагодарить за нашу встречу, потому что это будет ваш вклад в строительство нашего храма. Он уже стоит под куполом, монтируется крыша. И теперь, с сегодняшнего дня, этот храм и ваш храм. Давайте Спасибо поприветствуем, вам за это. поблагодарим друг друга. В нашем репертуаре есть замечательная песня «Прогулки по воде». Это из репертуара Вячеслава Бутусова, да. Видели в Ютубе их выступление? Зря ты мне напомнил про YouTube, потому что была история очень смешная. Нам за 5 дней дали эту песню, сказали переводите и езжайте давайте в Самару. Мы ехали 13 часов, всю дорогу репетировали, приехали, спели с Бутусовым на такой же замечательной сцене. Вроде все хорошо. На следующий день выходим, Певческое поле, 250 тысяч молодых людей начало скандировать «Бабушки, бабушки». Бабушки все забыли. Каждый своей тональности от начала до конца прокричал эту песню. И на нас теперь лежит большой грех. Мне кажется, мы тогда испортили эту песню и хотим это дело исправить. Я не знаю, насколько сегодня она у нас получится. Мы попробуем вам ее исполнить. А мы вас поддержим. Спасибо. Встречала, рыбачила апостол Андрея, Спаситель ходил по воде, Андрей доставал из воды пескарей, Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил: спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Рынчарый газ, апостол Андрей, наш спаситель порязвувати. Андрей кутылись, хвать тушно читей, наш спаситель каргамлу ёсты. Асчина Андрей, кош-кош урдурыш, бырись, щиданке малаш. Малыкинке, чорыга наш кудис, поряву быты сошуис. Жутирдено аджот, жутишкем пукирос, соулын солдат йос. Çidanet metrmos, çidanet keberis, der skotan berlan,
Соку пор'ялом, соку пор'ялом, соку пор'ялом углы. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Вячеслав Бутусов, Бурановские бабушки в фестивале «Рок над Волгой». А сегодня здесь, на Ибице. Поприветствуем еще раз, друзья. Чебурек. Я думаю, что... Спасибо. А теперь чебурек и танцуем все. Милый мой, пью я, не напьюся, колдовской напиток твой. Пью я, не напьюся, колдовской напиток твой. Чебария, 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 чебария. Ой-ля, пацанка комикаля, ой-ля, пацанка комикаля, ой-ля, пацанка комикаля, ой-ля, пацанка комикаля, ой-ля, пацанка комикаля.
наш ведущий устал, он бежит. Пока он бежит, он уже добежал. А ой, щулмы, ой, щулмы, Видите, ой, уже... щелом, щелом, Ну, ох, мое сердце. Это ну, песня, которую вы сейчас должны были спеть. Но мы так запыхались, и я поэтому предлагаю послушать нашу замечательную Галину Николаевну, маршал Конева. Вперед, отрабатывай, мы отдыхаем. Давайте поприветствуем Галину Николаевну. А я ее прошу рассказать о ее первых впечатлениях о Москве. Замечательное впечатление. Галина Николаевна, ну прошу, дай нам передышку. Давайте попросим. Действительно. Да, мне кажется, нехорошо вам рассказывать это все. Первое впечатление о Москве у всех разное, а какие они у вас? Первый раз мы лет 8, может, тому назад поехали. Никогда я не видела чернокожих людей. И мне было интересно, ну, где-то в кино видела, в книжках нарисованного фотографии. А потом идем по улице, и потом идем и вижу, кто-то меня сзади толкает. И вижу, идет навстречу чернокожий молодой парень. Глаза блестят, рубаха белая, зубы белые, ладошки белые. Я загляделась на него и отстала. А это первый раз до Москвы отстать. Да мне, деревенской бабушке, было страшно. Они перешли дорогу, успели. А теперешнее время все мои чернокожие друзья мне все время говорят: вон твои други идут. Я теперь фотографируюсь с ними, обнимаюсь, целуюсь. Следующий раз, следующую поездку едем в микроавтобусе. У вас я не видела сегодня нигде. Мы много проехались у вас. Что я видела в Москве, сейчас расскажу. Банк-Сити, Аптека-Сити, Крокус-Сити, Обувь-Сити. Если есть удмурты, они знают, что такое сеть. Если перевести это с удмуртского на русский, получается очень нехорошее слово, которое идет сзади. Говно. Я говорю, неужели... В коме тоже это слово. Неужели вся Москва утопла в говне? Ну неужели нет русских красивых слов? У нас очень много русских красивых слов. Как ни странно, когда москвичам рассказываем эти впечатления свои, они тоже так же радостно хохочут. И я думаю, что это значит не все потеряно. А теперь мы вашему вниманию представляем нашу песню, которую для нас написал сам Матвиенко. Называется «Бабушка». Я хочу обратиться к вашим молодым людям, которые нас так любят, чтобы они также тепло и хорошо относились к своим бабушкам. Ведь бабушки — это замечательные. В них столько любви нерастраченной. Сегодня придете домой, позвоните, узнайте, как у нее здоровье, как она себя чувствует. И ей уже больше ничего не надо будет. Итак, песня «Бабушка». Ой, шумы, Аллергine montunde lodishkishko, Shashkane nastunde chidishu isa, Allergine turgane mon vutishko, Aslishu shulende tunde ushtisa, Allergine montunde lundilishko, Vidashkane dushkuno mon vatisa, Allergine urgasme mon voyeshko.
У каждого из нас есть бабушка, мама. Моей маме сегодня 88 лет. Она была 9-й в семье из 10, у нее было 6 старших сестер. Они все для меня были как родные бабушки. Мне посчастливилось, и практически все они нянчили меня в свое время. Но они, безусловно, не ездили, как вы, по гастролям, не имели такого бурного успеха, но, тем не менее, ведь для каждого из нас все равно эти бабушки не станут менее любимыми, менее родными. Ну, а вот скажите нам, пожалуйста, а все-таки, вот слава-то ведь она велика. А как относятся ваши дети, внуки, вот к вашей такой популярности, бешеной, безумной популярности? Галя Ивановна, отвечай, бабушка. Поддерживают нас, хорошо относятся. Поддерживают, хорошо относятся. А еще я знаю, что ваши дети, внуки являются одними из самых таких главных ваших цензоров в выборе Конечно. репертуара. Это Конечно, правда? правда. Ну, в принципе, так, наверное, и должно быть, потому что эти дети, внуки, они сегодня живут сегодняшней жизнью, и они чувствуют ритмы песен, ритмы мелодий. И, наверное, сейчас, может быть, хочется, чтобы вы спели тоже какую-нибудь песню, которая им очень нравится. Есть песня «Бабушки-старушки». Все ее знают. Предложил нам ее спеть Вячеслав Бутусов и сказал: спойте, бабушки, эту песню. Я про себя подумала, надо же, какая-то попса. Добрынин, не ошиблась, извините. Но, когда стали бабушки ее петь, везде ее просят. Сейчас спросим вас после нашего выступления, стоит ли нам ее петь или не стоит. Хорошо? Бабушки, бабушки, старушки. Вот видите, мы знаем эту Давайте песню. попробуем спеть. Поем все вместе, поддержим. У подъезда кто сидит целый день обычно, кто на нас всегда сердит и ворчит привычно, кто ругает снег за снег, дождь за дождь ругает, и, конечно, лучше всех все на свете знает, и, конечно, лучше всех все на свете знает. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке, бабушки, бабушки, ты нас уважаешь, только как вас понять, я, увы, не знаю, только как вас понять, я, увы, не знаю.
бабушки, согласитесь. Вы знаете, северная земля, Коми земля, наша республика, вообще северные люди, они очень гостеприимные. Естественно, как всяких гостей, а я с ними уже второй день, северные люди, они всегда любят дарить подарки всем гостям. И вот бабушки очень сокрушались, потому что в течение вот этих дней на каждой встрече им делали какие-то большие, небольшие, но подарки. И они сокрушались и сожалели о чем. Вот, прилетели на самолете, из-за этого не могли привезти много подарков. Хотя готовы были приехать из Ижевска к нам даже на автомобиле, ради того, чтобы взять с собой горы подарков. Но, вы знаете, это, пожалуй, сокрушение зря, потому что я знаю, что вы приготовили для нас подарок. Это совершенно новая песня. Представляете, нам повезет, потому что ее исполнение сегодня – это второе исполнение. А называется она «Дорога в облака». Да. Поаплодируем. Дорога в облака. Как хочу я ветром быть и над землей лететь, к солнцу в снегах. Как хочу я в небе спать и сны о нем смотреть, сны в облаках. Но это лишь мечты, только мечты. Покорение той высоты, а я хочу, как ветер петь, и над землей лететь, но так высока и так близка дорога в облака. Улички мы нам чумные, меди лобаны, дом щебетя. Улички лули волвал, подъелся вольяны, но что мака? Верая шемна, малы ожи, Богу не люди, уж ты шкоды, осёс коркины, молодежко, но поймишко. Дорога в облака. Я хочу пожелать вам, чтобы вы мечтали. Мечтали о светлом и хорошем. Когда мечтаешь, оказывается, сбываются мечты. Даже в 75 лет, а бабушкам большинству из них за 70. Мечтайте и не бойтесь. Ничего. Вы знаете, я открою вам еще одну маленькую тайну. Сегодняшнее утро наши бабушки встретили в нашем главном храме республики, Свято-Казанском храме. Отстояли там службу. И сейчас здесь, именно вот с этим душевным настроем, они здесь на нашей сцене. И, как уже было сказано, все их концерты – это во благо строительства храма в их родном селе
Буранова. И в каждом храме, где бы они ни ездили, они всегда покупают или им дарят колокольчики. И сегодня на пресс-конференции вам тоже был подарен колокольчик от Республики Коми, который... этот колокольчик из Свято-Вознесенского храма, здесь, из села Ып. А вот скажите нам, пожалуйста, сколько у вас таких уже колокольчиков? Много ли? И для чего они вам вообще? Если считать за прошедший год, вот с мая месяца, как мы хорошо, успешно выступили на Евровидении, мы ездили от Калининграда до Владивостока. Мы были в Ханты-Мансийске, мы были в Волгограде, мы были в Ярославле, мы были в Беларуси, мы были в Лондоне, мы были в Турции, мы были в Франции, мы были в Германии. Настоящие гастролеры! А один раз получилось так, что за 5 дней мы были 29 часов в самолете летали, в полете были 29 часов. И я думаю, что ваша любовь и ваша поддержка, но еще наша любовь к земле, к своей, дает нам силы и энергии. А закончить, Володя, мы, наверное, будем своей песней. Есть замечательная старинная удмуртская песня, но, к сожалению, уже никто слова не помнит. Помнит только мелодию моя мама. И когда она мне подарила эту песню, я подумала, надо придумать какие-то свои слова. И вот мы сейчас вас с этой песней и познакомим. И Талмас. Вот такая штука.
Так дай Бог, чтобы как можно скорее в вашем родном селе зазвучали колокола. Друзья мои, давайте поприветствуем. Это были бурановские бабушки. Спасибо вам огромное, мы вас очень полюбили. Глаза такие родные, и лица такие милые, близкие сердцу. Спасибо. И чтобы меньше было катышков в вашей жизни. Самые лучшие пожелания от бурановских бабушек и от Республики Коми, от мультифестиваля Ибица. Друзья, давайте проводим бурными аплодисментами